Дорогие друзья, коллеги, разрешите приветствовать вас на правах модератора на 6-м Российско-Абхазском деловом форуме под названием «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества». Инициаторами проведения форума являются Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство экономики Республики Абхазия. Проведение столь масштабного мероприятия, я вот помню, был на первом, по-моему, народ был поменьше и повестка поспокойнее. Сейчас проведение этого мероприятия отражает значимость развития отношений, экономических отношений между Россией и Республикой Абхазия. В начале нашего форума два приветствия. Приветствие от президента Рауля Джумковича Хаджинбы зачитывает начальник управления протокола Коевас Даур Вадимович. Участникам и гостям 6-го Российско-Абхазского делового форума «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества». Дорогие друзья, приветствую вас по случаю начала работы 6-го Российско-Абхазского делового форума «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества». Ежегодные встречи в Абхазии официальных лиц и представителей деловых кругов двух стран стали доброй и полезной традицией. Российско-Абхазский деловой форум – это авторитетная дискуссионная площадка не только для обсуждения основных направлений развития абхазо-российских торгово-экономических отношений и обмена опытом, но и для достижения соответствующих конкретных договоренностей. Союзничество и стратегическое партнерство Абхазии и России создает самые благоприятные условия для углубления экономического взаимодействия наших стран. Необходимо полнее воспользоваться этими возможностями, активнее задействовать потенциал двустороннего сотрудничества. На повестке дня форума широкий спектр вопросов, связанных с углублением торгово-экономических связей, кооперацией в туризме и сельском хозяйстве, приоритетами инновационной политики. Вам предстоит сообща подумать над комплексными мерами, которые позволили бы максимально раскрыть инвестиционный потенциал Абхазии, усовершенствовать механизм двустороннего сотрудничества и укрепить взаимное доверие. Мы заинтересованы в том, чтобы тесная экономическая кооперация с Россией способствовала формированию полноценной производящей экономики Абхазии, служила интересам наших народов. Уверен, что предложения и рекомендации форума, а также достигнутые на нем договоренности, послужат дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества наших стран и в целом укреплению союзнических абхазо-российских отношений. Желаю вам успешной и плодотворной работы. Спасибо большое. Я хочу попросить зачитать приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, заместителя начальника управления президента Российской Федерации Дениса Георгиевича Травина. Участникам и гостям 6-го Российско-Абхазского делового форума «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества». Сердечно приветствую участников и гостей форума, объединившего руководителей органов власти, представителей деловых, экспертных кругов из России и Абхазии. За прошедшие годы ваш форум укрепил свой авторитет, стал инициатором многих значимых для наших стран совместных проектов и начинаний. На форуме ведется открытый, заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу актуальных проблем, связанных с развитием двустороннего сотрудничества. Предлагаются перспективные пути их решения. И, конечно, в центре вашего внимания вопросы укрепления межрегиональных связей, которые являются важной, неотъемлемой составляющей многопланового взаимодействия наших государств, вносят ощутимый вклад в формирование духа истинного партнерства и добрососедства России и Абхазии. Уверен, сегодня у нас есть возможности, чтобы значительно нарастить потенциал нашего сотрудничества, придать ему дополнительный импульс. Желаю вам плодотворной, результативной работы и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Спасибо большое. Вот после этих двух приветствий предлагаю приступить к дискуссии, к обсуждению тех вопросов, которые стоят на повестке нашего форума российско-абхазского сотрудничества и особенно, конечно, развития Республики Абхазия. Мы понимаем, что задача этого форума, как и вообще задача людей, которые интересуются развитием Абхазии, развитием республики, это сделать республику процветающей. Мне представляется, что это определяется двумя факторами. Здесь должно быть комфортно и безопасно жить, и здесь должно быть надежно инвестировать. Вот, пожалуй, два простых принципа, простых для
формулировки и сложных в реализации, мне кажется, что это два главных вопроса, которые имеет смысл обсудить. Опять же, для этого вполне понятно, что требуется, чтобы было безопасно, комфортно жить и надежно инвестировать. Это политическая стабильность и понятность правил игры. Понятность правил игры, причем отличная от универсальность правил игры, отличная от того принципа в собачьем сердце, когда дайте мне такую справку, чтобы ни один швондер ко мне не пристал. Вот надо создать условия, при которых жить возможно без этой справки, которую надо вручить каждому инвестору. Конечно, это обеспечение личной безопасности тех, кто находится на территории республики. Это защита частной собственности. Это расширение круга собственников и передача собственности, в том числе и в обмен на инвестиции. Мы знаем, что есть большая дискуссия относительно того, в какой мере недвижимость должна быть объектом купли-продажи. Не земля, на которой есть конституционное ограничение, а недвижимость. Потому что мы проходили в 90-е годы в России ситуацию, когда отношение к инвестору было дайте нам деньги, дальше не вмешивайтесь. Идеальный инвестор – это тот, который дает деньги, дальше не спрашивает, не интересуется, что с ними происходит. Конечно, это не самое эффективное. Не могу не сказать, конечно, о усилении работы с кадрами. В Абхазии нужно, как и в России, тотальное повышение качества образования, вывод образования на реально международный уровень. Это и формирование новой кадровой политики для системы госуправления. Вот мы в России сейчас активно прошли по пути формирования кадровых резервов, введения тестирования, принципов. Я бы от себя добавил, что, мне кажется, Абхазия вполне бы могла себе позволить и международный конкурс на замещение некоторых должностей для реализации той политики, которая проводится. В общем, мне кажется, вот это тот набор простых вопросов, на которые нет простых ответов, которые мы могли бы сегодня обсудить. Я оставляю за собой право по ходу дела быть не только объявлять выступающих, но и, может быть, задавать уточняющие вопросы. А сейчас прошу выступить одного из двух основных докладчиков, Заура Артемовича Микваби, премьер-министра Республики Абхазия. Спасибо. Хатевскую хаеза обрезала же, асисша общаться, взяла вообще обед участвовать. Уважаемые друзья, коллеги, сердечно приветствую всех участников 6-го Российско-Абхазского делового форума. Мы рады видеть здесь и тех, кого можно назвать старожилами форума, и тех, кто приехал сюда в первый раз. Истоки абхазской государственности уходят во времена ранней античности. На протяжении тысячи лет наши предки в борьбе отстаивали свое право на жизнь. С тех пор абхазский народ прошел большой и сложный путь, благодаря мудрости, трудолюбию и силе духа. Последнее столетие история распорядилась таким образом, что Абхазия развивалась в тесной связи с Россией. Эта традиция продолжается и после признания Российской Федерации государственного суверенитета Республики Абхазия на более высоком уровне. Россия выступает гарантом безопасности Абхазии от внешних угроз, оказывает помощь в социально-экономическом развитии и государственном строительстве республики. В основе абхазско-российского сотрудничества лежит культурно-цивилизационная близость народов Абхазии и России, а также совпадение геополитических интересов России с национальными интересами Абхазии. В развитии взаимовыгодного сотрудничества двух стран мы видим свою национальную перспективу. При этом мы понимаем и осознаем, что в истории человечества выживали лишь жизнеспособные общества. Тем более в наше время, когда мир стремительно меняется и становится все более сложным. Рассчитывать на успех в конкурентной борьбе могут лишь те, кто будет более креативен и быстрее адаптируется. На многие вызовы нашего времени мы можем ответить лишь в союзе с Россией. Но, повторяю, ответственность за судьбу Абхазии в конечном итоге не несет Россия, а народ Абхазии и в первую очередь его властные структуры. Прежде чем говорить о приоритетах и ставить задачи, назову самые острые проблемы, стоящие перед нашей страной.
Абхазия – это прежде всего народ, который считает ее своей родиной. И их благополучие и достойная жизнь – это главная задача, цель любой власти. Однако, к сожалению, пока похвастаться особо нечем. Взять хотя бы такой вопрос, как демографическая ситуация. Одна из основных наших проблем, требующая решения. Население республики год от года практически не растет. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно увеличивается на несколько сот человек. Если тенденции последнего десятилетия сохранятся, то выживаемость нашего государства будет под угрозой вследствие старения населения. Другой серьезной проблемой для нашего государства является экономическая слабость. В результате развала Советского Союза и Отечественной войны 92-93 годов мы деградировали из индустриального типа общества до индустриального. Так наша судьба сложилась. В экономической жизни доминирует мелкотоварное ручное производство. Хотя появились новые ростки, и вы сегодня видели, все, кто был на выставке. Основа экономической политики – это российская помощь. Второе – низкая активность и недостаточность развитость малого и среднего предпринимательства при высоком потенциале возможностей. С момента признания Российской Федерации нашей независимости в 2008 году у нас появилась реальная возможность строительства суверенного государства. Но, к сожалению, на данный момент мы не смогли в полной мере использовать представившиеся возможности. Темпы роста доходов нашего бюджета в последние годы не должны нас успокаивать, ведь главным источником роста является финансовая помощь, за которую мы, конечно, с вами все благодарны. При этом использование этой помощи, на мой взгляд, в предыдущие годы было не совсем рациональным. В основном средства шли на потребление и не способствовали развитию нашей экономики. Подтверждением этого является ситуация текущего года. Сокращение объема финансирования в рамках инвестпрограммы привело к практически полной остановке строительной отрасли и качественному снижению налоговых поступлений. Это все сказалось и на занятости, в том числе в других отраслях, не только в строительстве. Мы должны изменить существующую модель развития и сделать акцент на развитие собственной промышленности, собственного сельского хозяйства и туризма. Наше относительное, в кавычках, благополучие находится на грани риска. Я скажу причины. Первое – мировой финансовый кризис. Второе – санкции и давление на Россию, и как следствие снижения курса рубля к основным мировым валютам. Все это напрямую оказывает негативное влияние на нашу экономику и на каждого из нас. Сегодня наши экономические показатели, мягко говоря, скромны по сравнению с другими странами. Если их сравнить, то мы находимся в конце второй десятки стран по большинству их показателей. С таким положением, конечно же, нельзя мириться. Намного важнее, сможем ли мы сохранить как государство, если наше благополучие будет зависеть только от внешней помощи. Нам нужна новая экономическая модель, которая позволит нам стать конкурентоспособными, эффективными, социально справедливыми, которая обеспечит поступательно стабильное социально-экономическое и политическое развитие. Развитая стабильная экономика, минимально подверженная внешнему воздействию, является одним из главных факторов развития сильных суверенных государств. Накопившиеся и нерешаемые годами проблемы заставляют нас активизировать и по-новому посмотреть на многие направления работы, которые позволят нам достичь поставленной цели. Я бы выделил 3 главных направления. Первое – привлечение инвестиций, активное участие в российской программе импортозамещения и качество государственного управления. Именно на этих направлениях нынешнее правительство концентрирует свои усилия. При этом отчетливо понимаем, без содействия Российской Федерации, опять же, нам будет очень трудно решать эти задачи. Именно в этом контексте мы желаем донести четкое сообщение для федерального правительства,
глав регионов и деловых кругов России о формировании более сильного экономического партнерства между нашими странами, чтобы преодолеть основные трудности и вопросы, стоящие перед республикой. Поступающая финансовая к нам помощь позволяет выполнять многие социальные обязательства перед гражданами нашей республики, покрывать пенсионные расходы, обеспечивать потребности в медицинских услугах, восстанавливать необходимые для жизни объекты инфраструктуры и так далее. Несмотря на видимые позитивные изменения последних лет, очевидно является необходимость вывода страны на качество другой уровень. Прежде всего, это уровень, предполагающий приток значительных инвестиций, создание новых рабочих мест, модернизацию производственных мощностей, развитие инфраструктуры и нормативно-правовой базы. Поступающие в бюджет республики средства расходуются преимущественно на поддержание текущего функционирования государственных институтов и существующей социальной инфраструктуры. То есть в основном речь идет о потреблении, а не на инвестиции и развитие. Таким образом, имеющиеся ресурсы недостаточны для стимулирования ощутимого роста экономики и качественного улучшения жизни наших граждан. Доступ Абхазии к рынкам инвестиционного капитала затруднен в силу политических причин. Поэтому одним из немногих, я имею в виду мировую, не Россию в данном случае, поэтому одним из немногих возможных источников привлечения инвестиций для нас является Российская Федерация. По предварительным оценкам правительства Республики Абхазия для быстрого и качественного развития необходимо привлечение порядка, по нынешним ценам, 100 миллиардов рублей инвестиций с условием возврата их в течение 10-15 лет. Объем этих средств позволит обеспечить решение приоритетных задач, стоящих перед Абхазией. В первую очередь, техническое перевооружение предприятий, создание современной инфраструктуры, реализация программы поддержки предпринимательства и подготовку высококвалифицированных кадров. Наличие источника, в кавычках, длинных заемных средств на льготных условиях позволит правительству республики перейти от тактического решения повседневных задач к стратегическому планированию и реализации масштабных проектов. Естественно, все это даст мощный импульс развитию всех сфер жизни государства и, в первую очередь, экономики. Успешность абхазской государственности и развитие экономики может стать важным политическим проектом для России. Выступающий центром евразийской интеграции и русского мира и демонстрацией того, что сближение с Российской Федерацией любого государства служит реальной гарантией обеспечения собственной безопасности и благополучного развития. Изменение акцентов финансовой поддержки Республики Абхазия и Российской Федерации в сторону заемных средств на возвратной платной основе позволит вывести на новый уровень межгосударственное сотрудничество для двух стран. Подобный подход позволит создать дополнительный спрос на российские товары и услуги. Заемные средства преимущественно будут направлены на закупку российского оборудования, технологий и привлечение квалифицированных специалистов. Кроме того, официальной валютой Республики Абхазия является российский рубль. Выделенные средства останутся работать в рублевой зоне, создавая мультипликативный эффект. Факт выделения займа со стороны государства даст позитивный сигнал всему деловому сообществу России и позволит повысить инвестиционную привлекательность Абхазии для российского бизнеса. Развитие экономики, образования и культуры будет служить укреплению российско-абхазских отношений на всех уровнях, способствовать процессу интеграции. Социально-экономическое развитие региона позволит свести к минимуму криминогенных факторов и обеспечить еще большую стабильность и безопасность, прилегающей к южной границе российской территории. По существу речь идет о формировании общего социально-экономического пространства Абхазии и России, которое позволит странам реализовать взаимовыгодные проекты. Однако надеяться только на помощь со стороны нашего стратегического партнера мы не имеем права. Со своей стороны мы обязаны сделать все возможное, чтобы качественно улучшить инвестиционный климат в нашей стране.
Я говорю в первую очередь о реформировании органов государственной власти, об устранении бюрократических барьеров, о создании стабильного и прозрачного законодательства, о совершении судебной системы. Вот такая работа начата, ведется. Думаю, что она принесет очень скоро более глубокие и положительные результаты. Поэтому главное направление нашей работы – это реформа государственного управления и повышение открытости всех ветвей власти. У нас огромный государственный аппарат, надо честно признаться. Его содержание съедает львиную долю наших собственных доходов. Сокращение государственного аппарата мы начали. Вы знаете, что в связи с указом президента есть такая задача поставлена, и на 15% практически все министерства и ведомства сократили свои аппараты. Но это не предел. Думаю, что надо и дальше продолжить. Это не сама цель, это средство достижения цели. Зачастую содержание нашего аппарата съедает львиную долю наших собственных доходов. Нам он не только не по карману, часто он просто мешает принятию решений. Надо в этом признаться. Нельзя забывать, что государство, помимо того, что его институты власти, еще и крупный экономический игрок. Государство в силу своего нынешнего положения должно показывать пример эффективности своей деятельности. И здесь у нас с вами есть достаточно большие проблемы, что на самом деле и демонстрирует последняя проверка ряда государственных предприятий нашей контрольной палаты. Хочу вам сказать, что правительство не боится проверок и поэтому просит, наоборот, усилить. Мы видим не только нерациональное использование государственного имущества и ресурсов, но порой банальную халатность или удовлетворение личных интересов. Это касается и органов государственной власти. Это недопустимо и требует кардинальных изменений. Мы должны поставить под жесткий контроль использование государственных ресурсов, которые передаются в государственные компании в качестве имущественного взноса или в порядке прямых субсидий. Работа начата. Помимо этого, мы должны разработать и внедрить стандарты оценки деятельности руководителей всех уровней власти и государственных компаний с механизмами их персональной ответственности за результат. Работа эта ведется. Она, думаю, что одна из самых сложных. Психология человека такова, что ему не нравится, когда его оценивают. Особенно не нравится руководителям, но такой подход вырабатывает необходимые меры, способствующие улучшению показателей его работы. Задуманная система оценки результатов деятельности руководителей при ее реализации даст очень сильный эффект во всех сферах нашего государства. При совершенствовании работы государственных органов власти есть три главных требования. Аппарат должен быть компактным, эффективным и прозрачным. Для полноценной реализации такого подхода нам очень необходимо участие всех граждан, общественных организаций. И, конечно же, очень велика роль общественного контроля. Я хотел бы несколько слов сказать еще о нашем сегодняшнем форуме. Хочу отметить, что представительство и география сегодняшнего форума выросла. Нас это радует. Абхазия на сегодняшний день, конечно же, строит открытую экономику. И взаимодействие с субъектами Российской Федерации, бизнесменами, это на самом деле приоритет наших действий. Спасибо за внимание. Я вам всем желаю здоровья и удачи. Я хочу попросить выступить Александра Витальевича Цыбульского, заместителя министра экономического развития Российской Федерации. Добрый день, уважаемый Артур Артемович, уважаемый Владимир Александрович, уважаемые участники форума. Мы сегодня проводим уже в 6-й раз мероприятие в этом формате, что, очевидно, подтверждает востребованность такого рода встреч, их эффективность и, надеюсь, хорошие и правильные последствия принятых решений. Ровно год назад в Сочи, во время двусторонней встречи президентов России и Абхазии, президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед правительством задачу предпринять дополнительные шаги для того, чтобы создать наилучшие условия для развития экономических связей России и Абхазии.
Расценивая необходимость наведения мостов между нашими странами как стратегическую задачу, профильными министерствами России и Абхазии, а также межправительственной комиссией, которая активно функционирует между нашими странами, была принята и активно реализуется инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы, направленная на решение основных социальных проблем в регионе, развитие реального сектора экономики и так далее. Динамичными темпами развивается наше межрегиональное и приграничное сотрудничество, как сегодня уже отмечалось, география и участников форума это подтверждает. На сегодняшний день больше 50 субъектов Российской Федерации имеют постоянные торгово-экономические связи и отношения со всеми областями Республики Абхазия. Из наиболее крупных экономических партнеров Абхазии можно отметить российские регионы: Москву, Краснодарский край, Республику Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесию, Костромскую, Курскую, Саратовскую, Смоленскую, Нижегородскую и Тамбовскую область. Многие из представителей этих субъектов Российской Федерации присутствуют на этом форуме и примут работу в круглых столах и на всей остальной повестке. На сегодняшний день надо отметить, что Россия является ключевым торговым партнером Абхазии. Ее доля во внешнеэкономической деятельности республики составляет 65%, увеличившись по сравнению с 2008 годом почти на 15%. На российские маршруты приходится до 70% объема внешнеторговых перевозок Абхазии. В январе-сентябре 2015 года составил $177 миллионов США. Объективно надо сказать, что он несколько снизился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Это связано с объективными причинами, связанными с общим снижением темпов роста мировой экономики, с определенными кризисными явлениями. Но в целом, если посмотреть эту статистику с другой стороны, то можно понять, что она тоже в определенной степени немного лукава, потому что если оценить наш товарооборот в рублях, то мы поймем, что он не уменьшился, а даже вырос на 37,9% в рублевом эквиваленте. Но если не доверять даже таким валютным разницам, то можно посмотреть его в натуральном физическом выражении. И здесь можно констатировать, что в физическом выражении товарооборот между нашими странами увеличился в 2 раза. Россия также более чем уверенно занимает и позиции главного иностранного инвестора в экономику Абхазии. В 2014 году объем прямых иностранных инвестиций России составил $57,7 миллионов США. При этом надо отметить, что речь не идет о долговых инструментах, а это в основном непосредственно прямые инвестиции. 99% этой статистики – это прямые инвестиции. При этом общий накопленный объем российских капиталовложений в экономику республики составляет порядка $104 миллионов, а сами инвестиции отличаются диверсифицированной структурой и направляются в различные сферы экономики. Активно развивается наше сотрудничество на уровне конкретных компаний. Сегодня на территории Республики Абхазия зарегистрировано 173 компании со 100% российским капиталом и 391 совместное предприятие. Они являются заметными участниками рынка услуг связи, туризма, топливно-энергетического комплекса, промышленности, строительства и многих других. В частности, компания «Роснефть» создана дочерние предприятия, ведутся геолого-разведочные работы на Гудаутском нефтяном лицензионном участке. Одним из крупнейших операторов сотовой связи Абхазии является Аквафон, контрольный пакет которого принадлежит компании «Мегафон». Для российского регионального инвестора Абхазия обладает целым рядом преимуществ. Помимо климатических условий, позволяющих успешно развивать туризм и сельское хозяйство, Абхазия может стать важным транзитным коридором для грузов, идущих из России и в Россию из стран Черноморского бассейна и Южного Кавказа. Богатые гидроресурсы таят в себе потенциал для развития энергетики, транспорта, экспорта питьевой воды, а относительно низкие налоги и дополнительные льготы могут привлекать в страну крупных инвесторов из России. Также в экономике Абхазии, как молодой страны, существуют определенные ниши с достаточно невысоким уровнем конкуренции, что также является дополнительным преимуществом для любого иностранного инвестора. Вместе с тем, принимая окончательное решение инвестировать или нет, предприниматель всегда тщательно взвешивает и оценивает риски для бизнеса. Поэтому, отмечая определенные достижения, о которых я сказал, необходимо также понимать, что на пути поступательного сотрудничества между Россией и Абхазией существует и ряд проблем, без решения которых движение вперед просто невозможно. И многие из этих проблем сегодня уже озвучивались в выступлении Артура Артемовича. И я считаю, что очень приятно, и мы вчера подробно обсуждали торгово-экономическую повестку наших стран, и очень приятно, что мы вместе понимаем и одинаково оцениваем существующие проблемы на пути развития наших взаимоотношений.
Так я бы для того, чтобы задать тон, в том числе на работе наших круглых столов, тоже позволю себе перечислить некоторые из них. Это в первую очередь модернизация энергетической инфраструктуры, развитие отраслей строительства, связи, банковского сектора, являющихся неотъемлемыми инструментами инвестирования и кредитования малого и среднего бизнеса. Имеющиеся в законе о банковской системе Республики ограничений, высокие процентные ставки по кредитам не позволяют российским банкам попасть на рынок банковских услуг, мешают развитию предпринимательства, реального сектора экономики в Абхазии. Россия крайне заинтересована в дополнительных наземных коридорах к черноморским портам Абхазии. Развитие транспортной инфраструктуры республики, модернизация военно-сухумской дороги и возобновление железнодорожного сообщения Россия, Абхазия, Грузия, Армения. Значимой становится и проблема диверсификации абхазского экспорта в Россию. 98,6% сегодня – это продовольственные товары. Россия готова выделять Абхазии материальные средства, ориентируясь при этом, конечно, на взаимовыгодность такого сотрудничества и повышение эффективности борьбы с такими явлениями, как нелегальные товарные потоки, включая практику продажи недвижимого имущества иностранцам через серые схемы. Привлечение российских инвестиций в экономику также осложняется отсутствием кадастра объектов недвижимости и системы регистрации прав на нее, отсутствием прозрачных правил прохождения таможенных процедур и унифицированного подхода в области налогообложения, необходимостью актуализации земельного законодательства. Поэтому я хочу отметить, что некоторые вещи или направления, в которых существуют проблемы, которые я отмечаю в своем выступлении, они не касаются не только Абхазии, но зачастую в том числе и российской стороны. Несмотря на принятый в 2014 году закон об инвестиционной деятельности, всплеска инвестиционной активности в Абхазии, к сожалению, не произошло. Установленные законом льготы и преференции инвесторам по факту не совсем работают или труднодоступны. Отсутствует четкая процедура регламентации инвестиционного процесса. К сожалению, перечисленные обстоятельства вынуждают делать вывод, что инвестиционные проекты в Абхазии сегодня для инвесторов являются высоко рискованными и не подкреплены уверенностью, что на сегодняшний день государственные власти 100% гарантируют безопасность инвестиций предпринимателей. И это та проблема, с которой, конечно, в первую очередь надо бороться, но о ней очень подробно Артур Артемович рассказал в своем выступлении и о тех шагах, которые в этом направлении делаются. Спектр существующих проблем достаточно широк, и это не позволяет отметить их все время. Во время моего краткого выступления все их перечислить довольно сложно, но это острые вопросы, решение которых недопустимо откладывать. Это те проблемы, которые нам надо и необходимо обсуждать уже сегодня, сейчас и здесь. И поэтому я обращаюсь к модераторам круглых столов, которые сегодня пройдут, а это по сути является основной деловой программой форума. Сегодня пленарное выступление – это лишь витрина его. Я бы просил все эти вопросы обсудить, посмотреть на экспертном уровне, какие могут быть предложены решения, и затем во время подведения итогов нашего форума на заключительном пленарном заседании, может быть, отметить, до каких договоренностей удалось достичь. Я благодарю всех за участие, желаю всем плодотворной работы, достижения договоренностей и успехов. Спасибо большое. Александр Анатольевич приводил хорошие цифры инвестиций, подчеркивая, что это прямые. Но и правильно я понимаю, что это государственные инвестиции в основном, подавляющие. То есть это, в общем, это не бизнес, который рискует своими деньгами, это что тоже является, конечно, не очень хорошим показателем. В общем, явно все хорошо, но что-то не работает. Я хочу попросить Василия Семеновича Вячеславовича Григорьева, чрезвычайного и полномочного посла, задав, вопрос, может быть, не вполне для дипломата, но тем не менее, а что мешает? Знаете, вообще я планировал выступать не в ходе экспертной дискуссии, а с небольшим приветствием. Но с удовольствием готов пойти по такому пути. Прежде всего, я бы хотел сказать позитивные слова о том, что сегодня мы присутствуем при возрождении традиции проведения российско-абхазских деловых форумов. Эта традиция была заложена в 2010 году. До 2013 года было проведено 5 деловых форумов двусторонних. На полях этих форумов было подписано около 20 двусторонних документов различного уровня. В немалой степени данный формат способствовал развитию связи Республики Абхазия и субъектов Российской Федерации. И в целом форум зарекомендовал себя как удачная площадка для общения представителей государственных органов, бизнес-сообщества и экспертного сообщества.
В силу объективных обстоятельств в 2014 году традиция была прервана, но вот сейчас она возрождается, и будем все ждать от этого хороших результатов. В том, что касается ситуации в нашем взаимодействии, разумеется, не все так хорошо, и, в общем-то, я в двух основных выступлениях услышал и перечень тех проблем, которые существуют, и пути, по которым надо идти для их разрешения. Ну и, в принципе, конечно, с учетом негативной мировой финансовой конъюнктуры нам вряд ли стоило ожидать чего-либо иного. Однако какой-то катастрофы в наших двусторонних торгово-экономических отношениях я не вижу. Несмотря на все проблемы, Россия продолжает выполнять свои обязательства по поддержке социальной сферы Абхазии. В самой республике тоже наметились позитивные тенденции, прежде всего в плане изыскания новых источников пополнения собственной части госбюджета. Успешно продолжают развиваться двусторонние торговые связи. За январь-сентябрь этого года товарооборот между нашими странами составил 10,8 миллиардов рублей, рост на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уже отмечалось, с цифрой 66% Россия была и остается основным торговым партнером Республики Абхазия. Явно активизировался за последний год процесс налаживания и развития межрегиональных связей. Состоялись визиты руководства Абхазии в Удмуртскую республику, Республику Татарстан, Брянскую область, ряд республик Северного Кавказа. Достигнут ряд предварительных договоренностей, которые, как видится, должны быть конкретизированы на сегодняшнем форуме, залогом чего является хороший уровень представительства российских регионов. Вот тот участок, который очевидно отстает от остальных, это инвестиционное сотрудничество. И мы слышали и от Артура Артемовича, и от Александра Витальевича подробное изложение того, почему это происходит. Отвечая на заданный мне вопрос, кроме того, что было сказано, да, кроме обстоятельств внешнего характера, понятно, это прежде всего инвестиционный климат в Республике Абхазия. Да? Мы говорим о частных инвестициях, мы говорим о частном капитале, о рыночной экономике. Никакие поручения президента, никакие распоряжения правительства не заставят мелкий, средний и крупный частный российский бизнес пойти в Абхазию, если здесь не будет абсолютно благоприятной инвестиционной атмосферы, если риски этих инвестиций не будут превышать какие-то разумные рамки. Да, мы говорим, что с точки зрения законодательства, с точки зрения нормативно-правовой базы созданы исключительно благоприятные условия. Это касается и налоговой базы, и таможенных регуляций, и всего остального. Но не идут инвесторы, значит, надо смотреть на то, что можно еще сделать, подробно говорил премьер-министр Абхазии. С российской стороны я серьезных причин для замедления, для торможения инвестиционного сотрудничества с Абхазией не вижу. Действительно, есть все необходимые поручения, распоряжения, они все выполняются федеральными ведомствами. И, в общем, при наличии встречного движения с абхазской стороны, я думаю, что оживить и активизировать этот процесс проблемы не составит. Большое спасибо. Теперь я хотел попросить выступить премьер-министра Республики Южная Осетия Домантиса Ардиновича Кулмбекова. Уважаемый Артур Артемович, уважаемые участники 6-го Российско-Абхазского делового форума, позвольте прежде всего поблагодарить руководство Абхазской Республики за приглашение нашей делегации для участия в сегодняшнем высоком собрании и передать вам искренние слова благодарности и наилучших пожеланий от президента республики нашей Леонида Харитоновича Тибилова, пожелать братскому абхазскому народу
успешного развития. А участникам сегодняшнего форума поиска и находок тех решений, которые позволят поднять на новый уровень двустороннее сотрудничество между Россией и Абхазией. Абхазия, как и Южная Осетия, находится на пути возрождения, на пути поиска форм ускоренного развития своей экономики, и решения многих из этих проблем она справедливо ищет и связывает с реализацией потенциала двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией. Потому что именно Российская Федерация протянула нам руку помощи, когда наши государства и республики находились на грани истребления и исчезновения. Именно Российская Федерация с 2008 года принимает самые конкретные и необходимые меры для того, чтобы республики наши возрождались, встали на путь поступательного развития и обновлялись с той целью, чтобы народу в этих республиках жилось комфортно, чтобы мы повышали уровень благосостояния жителей наших республик. Особую актуальность сегодняшнему форуму придает присутствие представителей администрации президента Российской Федерации, Министерства экономического развития, Министерства по делам Северного Кавказа Российской Федерации, других министерств и ведомств, присутствие представителей, видных представителей экспертного сообщества в области экономики. Все это говорит о серьезности подходов к углублению и развитию двустороннего сотрудничества, который, безусловно, принесет свои положительные плоды. Я абсолютно уверен в том, что на сегодняшнем форуме состоится деловой и конкретный разговор с участием присутствующих здесь представителей российских регионов, субъектов Российской Федерации, у которых накоплен опыт строительства экономик, развития этих субъектов, а взаимообогащение накопленным опытом позволит всем нам определить наиболее эффективные пути взаимовыгодного сотрудничества. Перечень вопросов, определенных для обсуждения на заседаниях круглых столов в ходе проведения сегодняшнего форума, говорит о том, что четко определены приоритеты и перспективы сотрудничества на данном этапе развития, а выставка, на которой удалось мне, как и многим из вас, побыть, говорит о том, что в отдельных отраслях экономики братской Абхазии накоплен довольно-таки интересный опыт и созданы заделы для успешного развития. Опыт двустороннего сотрудничества, накопленный между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, безусловно, интересен и для нас. Поскольку Южная Осетия, как и Абхазия, тоже нацелена на углубление двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией, развитие и углубление стратегического партнерства с Россией. Задачи, стоящие перед нами по развитию реального сектора экономики, они схожи. Схожие причины, почему наши республики и, соответственно, экономики наши оказались в той тяжелой ситуации, в которой они сегодня находятся. Долгие годы блокады со стороны соседа, а затем и открытая агрессия против наших республик с его стороны, то есть со стороны Грузии, привели к фактическому развалу экономик, и практически все отрасли, я говорю на примере нашей республики, приходится нам создавать с нуля при отсутствии и экономических возможностей, и финансовых возможностей. А самое тяжелое, наверное, что людской ресурс и профессионалы, которые могли бы сегодня заниматься этими вопросами и проблемами, их, к сожалению, не осталось. А новых кадров достаточных пока тоже нету. О каком
инвестиционном климате в таких условиях мы можем говорить, чтобы привлечь инвесторов. Конечно, эти трудности, о которых говорил только что выступающий передо мной коллега, они сказываются и на ситуации в нашей республике. И тем не менее мы должны смотреть с уверенностью в будущее, определять перспективы. Я первый раз участвую в российско-абхазском форуме вот на таком уровне. И знакомства и короткие беседы с руководителями ряда абхазских министерств и ведомств, которые происходили в ходе посещения выставки, говорят о том и убеждают в том, что мы можем и должны поднять уровень нашего двустороннего сотрудничества с Абхазией на должный уровень, на тот уровень, которым мы бы сегодня смогли подставить друг другу плечо, развивая наши республики и экономики наших стран. Безусловно, мы заинтересованы в развитии интеграционных связей и отношений с субъектами Российской Федерации, с которыми с рядом и, можно сказать, со многими из которых у нас подписаны двусторонние договора о сотрудничестве, но и этому сотрудничеству надо придавать новое дыхание, придавать ему более конкретные формы. Поэтому я надеюсь, что, не останавливаясь очень подробно в ходе вот этого выступления на этих вопросах, я надеюсь, что, участвуя в заседаниях круглого стола, члены нашей делегации смогут обменяться мнениями с участниками форума, с представителями и Министерств Российской Федерации, и представителей регионов Российской Федерации. И мы, безусловно, для себя найдем ответы на многие вопросы. Я на это надеюсь. Все это особенно актуально для нас сегодня, когда мы приступили к реализации подписанного в марте текущего года договора между Российской Федерацией и Южной Осетией о союзничестве и интеграции. Я уверен в том, что подобные встречи, участие в таких форумах помогут нам всем вместе определить те точки взаимодействия, которые позволят успешно развивать и сотрудничество, и поднимать экономики наших республик. Сегодняшний экономический форум в столице Абхазии свидетельствует о стремлении руководства Абхазии к углублению двустороннего российско-абхазского сотрудничества, и я искренне желаю им на этом пути успехов и удач. Нас объединяют уходящие вглубь веков крепкие узы дружбы, и мы будем верны им всегда. От имени руководства и всего народа Южной Осетии я еще раз хочу пожелать братскому абхазскому народу мира, добра и процветания. Спасибо вам за внимание. Я хочу попросить выступить губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза. Уважаемый Артур Артемович, уважаемые участники форума, я, конечно, бы хотел, во-первых, приветствовать вас всех на 6-м Российско-Абхазском экономическом форуме, сказать слова благодарности руководству Абхазии, которые пригласили нас, брянскую делегацию, для участия в данном экономическом форуме. Буквально совсем недавно, в августе месяце этого года, у нас на Брянской земле, где мы уже проводим 10-й раз Славянский экономический форум, присутствовала ваша делегация во главе с премьер-министром. Форум, который мы проводим, он дает свои результаты развития для бизнеса как Республики Беларусь, так и Российской Федерации. У нас общий товарооборот между Брянской областью и Республикой Беларусь составляет почти $1 миллиард. Вот. И я думаю,
то, что мы наработали наши предприниматели с белорусскими предпринимателями, и то, что мы сегодня вот начали общаться, сотрудничать с Республикой Абхазия. И здесь мы тоже наметили для себя как бы планы, наш бизнес брянский, которые были на Брянской земле, встречи с вашей делегацией и обсуждение тех перспективных направлений, которых необходимо сегодня развивать между нашей областью и Республикой Абхазия. Я хотел бы сказать немножко и о Брянской области. Все мы сегодня слышим и говорим, что в нашей стране кризис, которого, в принципе, считаю, нету, но то, что сказываются именно экономические санкции, где-то сказываются, а где-то не сказываются. То есть сегодня у нас в области по итогам 9 месяцев мы получили прирост 11% промышленности и более 20% к прошлому году в сельском хозяйстве. И вот когда мы обсуждаем с нашим бизнесом в Брянской области, а что дало такой толчок развития, и то все сходятся в мнении в том, что должны быть понятные и прозрачные правила игры для бизнеса. То есть на территории области мы приняли законы, согласно которым любой бизнесмен, который вкладывает в экономику региона, он сразу получает льготы. Это освобождается от налога на землю, освобождается от налога на прибыль, областной составляющей, и налога на имущество. И вот когда это понятно для бизнеса, тогда бизнес начинает вкладывать деньги. Вот здесь сегодня прозвучало, что не нужно давать охранную грамоту. Охранную грамоту давать не нужно никому. А вот правила прописывать нужно. И я думаю, что сегодня то, что мы уже сотрудничаем, мы наметили планы с вашей республикой, вот между бизнесом брянским и Абхазией. Ну, понятно, что обороты у нас еще маленькие, вот, около 100 тысяч долларов, но я думаю, то, что мы уже хотим совместно продвигать, это, конечно же, и развитие сферы отдыха, вот, лечения наших жителей Брянской области, это и даже и сельхозпродукция. Вот. Я думаю, что это даст свои результаты. Так что всем успехов. У нас есть представитель экспертного сообщества Никита Олегович Чесаев. Прошу. Республика Абхазия для России является безусловным приоритетом, и не просто во внешней политике, но и фактически мы близкие друг к другу народу, которые вот уже 7 лет, так сказать, Россия обеспечивает политическую стабильность здесь, Республики Абхазия. Но, с другой стороны, Россия, безусловно, ставит эти вопросы, и надеюсь, что форум сегодняшний, который проходит, будет вот такой по гамбургскому счету поднимать те вопросы острые, которые мы сегодня обозначили. Я их не буду особо перечислять, это действительно и вопросы недвижимости, и банковского сектора, относительно развития туризма, относительно развития малого и среднего бизнеса на территории Республики Абхазия, работы российских инвесторов, здесь отношения Абхазии с другими странами. Мы сегодня поднимали вопросы Турции и так далее. Все эти вопросы действительно необходимо, ну, наверное, просто снимать для того, чтобы действовать в неком едином режиме, и чтобы вот в следующий раз, уверен, когда будет происходить экономический форум, мы по-честному себе ответили. Да, вот результат наших дискуссий, которые здесь открыто пройдут на наших круглых столах. Я сегодня в том числе модерирую с уважаемым министром экономики Республики Абхазия и круглый стол инвестиционный. И эти вопросы мы, безусловно, поднимем. И думаю, что, так сказать, в рамках заключительного пленарного заседания обсудим те решения, те, так сказать, подходы, которые были выработаны, я уверен, результативные подходы, которые будут выработаны. Это крайне важно, потому что перезапускать эти отношения нужно экономически, в первую очередь. Это будет в первую очередь в интересах Республики Абхазия, а то, что в интересах Республики Абхазия, безусловно, в интересах Российской Федерации. Спасибо. Спасибо большое.
Теперь у нас выступает председатель Национального банка Абхазии Беслан Владиславович Бурателли. И я все-таки хочу задать вопрос, который, одно Никита Олегович, может, задаст, но не задал, применительно к банкам. Все-таки, на ваш взгляд, перспективы прихода российских банков в Абхазию, если для этого, где препятствия? Некоторые считают, что на стороне российских банков, которые не хотят. В России считают, что на стороне абхазского законодательства, которое ограничивает. Вот можно ли прокомментировать и этот вопрос? Добрый день, уважаемые участники форума. Банковская система Республики Абхазия в 2015 году развивалась на фоне сложных внешнеэкономических и финансовых условий. Это проблемы, связанные с девальвацией российского рубля. Как мы все знаем, мы находимся в рублевой зоне и, соответственно, не являемся эмитентом валюты. Высоких темпов инфляции, повышение рыночной ставки процента, усиление санкционной политики по отношению к кредитным организациям Российской Федерации. И все это вместе не могло не отразиться на нашей банковской системе, несмотря на тот факт, что она не так сильно интегрирована в мировую финансовую систему. Для поддержания финансовой инфраструктуры республики Национальный банк Республики Абхазия разработал и реализовал комплекс мер, направленных на обеспечение системной устойчивости банковского сектора и поддержания кредитования приоритетных отраслей национальной экономики. Так, если на начало 2015 года из 8 функционирующих кредитных организаций Республики Абхазия только 3 являлись прибыльными, 3 кредитные организации были на грани отзыва лицензии, а самый крупный системообразующий банк, единственный государственный банк Республики, коммерческий, Сберегательный банк Абхазии, в течение 5 предшествующих лет получил убыток в размере 400 миллионов рублей. В результате мер по оздоровлению, в частности разработки планов санации, введения временных администраций и других мероприятий, за 10 месяцев 2015 года 6 кредитным организациям удалось выйти на прибыль. Сберегательный банк впервые за многие годы стал получать высокую операционную прибыль, и 2 банка увеличили категории качества. За это время была проведена комплексная работа по реструктуризации задолженности, в первую очередь в Сберегательном банке. В результате этой сложной работы за 3 квартала этого года погашено более 300 миллионов рублей, ранее отнесенных к безнадежному взысканию судом. В целом доходы банковской системы республики за 9 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом увеличились на 400 миллионов рублей. Несмотря на то, что в 2015 году финансирование в рамках инвестиционной программы осуществлялось в меньших объемах, чем в предыдущее время, и как следствие сократился объем финансовых ресурсов банковской системы, в течение 9 месяцев 2015 года Национальный банк Республики Абхазия удвоил показатели прибыли, и это стало возможным благодаря качественно иному подходу к процессу кредитования, увеличению кредитного портфеля на 400 миллионов рублей, использованию новых финансовых инструментов, размещению краткосрочных депозитов в банках-партнерах и совершению конвертационных сделок на валютных рынках. Кроме того, Национальный банк Республики Абхазия существенно расширил линейку кредитных продуктов. Реализована программа кредитования субъектов малого предпринимательства с льготными условиями для предпринимателей по ставкам 6,12% годовых, занятых в сфере сельского хозяйства и производства. Активно развивается потребительское кредитование для держателей банковской карты АПРА и получающих на нее регулярный доход. Учитывая существующие сложности в работе с просроченной задолженностью, в частности с отсутствием правового механизма обращения взыскания на заложенное имущество, Банк Абхазии взял несвойственные банкам-регуляторам функции. Это проверку качества кредитных заявок потенциальных заемщиков, оценку ликвидности заложенного имущества, последующий контроль за целевым использованием кредитных ресурсов. 2015 год стал годом активного развития национальной платежной системы АПРА. Если за предыдущие годы держателей карточки АПРА было 1700 человек, то за 10 месяцев 2015 года имитировано более 22 тысяч карт. Активно развивается платежная инфраструктура,
В Абхазии установлено более 60 банкоматов, более 300 посттерминальных устройств. И все это вместе позволило привлечь в экономику Абхазии более миллиарда рублей за этот курортный сезон путем обналичивания туристами, приезжающими в Абхазию, денежных средств с карт международных платежных систем в банкоматах Республики Абхазия. И эти деньги остались в нашей экономике, естественно. Это также позволило интенсифицировать развитие системы безналичных расчетов. Так, первые платежи по карточкам у нас появились в начале этого года, в январе, и за весь месяц, за январь, было оплачено сумма 20 тысяч рублей. В марте эта сумма увеличилась до 500 тысяч рублей. В августе этого года ежедневно проходили суммы почти 1 миллион, 1 100 000, и по итогам этого года оборот составит около 100 миллионов рублей. При таких темпах мы полагаем, что в следующем году, в 2016, обороты составят более 500 миллионов рублей, и банки Абхазии продолжат работу в развитии инфраструктуры. Будет установлено более 100 банкоматов, более 1000 посттерминальных устройств, а держателей карт АПРА станет более 40 тысяч человек. А Банк Абхазии решает также социальные вопросы. Одной из важных социальных задач, которую он решал, являлась организация процесса получения пенсий и иных социальных выплат на карту АПРА. На сегодняшний день уже 16 тысяч пенсионеров из 50 получают пенсию на банковские карты. Прекратились многочисленные очереди перед отделениями банка. Для снятия социальной напряженности, связанной с задержками в выплате абхазской пенсии, Банк Абхазии заключил с Министерством финансов договор, соглашение о предоставлении ресурсов для покрытия временных кассовых разрывов пенсионного фонда с тем, чтобы пенсия поступала на счета пенсионеров вовремя и своевременно. В следующем году проводимая Банком Абхазии кредитная политика будет продолжена. Объем финансовых ресурсов, предназначенных для кредитования различных отраслей экономики, будет увеличен до 500 миллионов рублей. Планируется реализация программы ипотечного кредитования, кредитования торговых предприятий. Также планируется продолжать программы потребительского кредитования и кредитования субъектов малого предпринимательства. Одним из важных направлений является работа по интеграции платежной системы АПРА с национальной платежной системой Российской Федерации, которая позволит усилить и интегрировать финансовые системы наших стран. Что касается вопроса о привлечении в нашу банковскую систему кредитных организаций из Российской Федерации, наша банковская система в принципе открыта, существующая квота, она не заполнена, и говорить о том, что существуют проблемы законодательного характера на вход на абхазский рынок российских банков, мне кажется, не стоит. Об этом можно будет говорить только в том случае, если квота будет заполнена. Но пока банковская система открыта, и мы заинтересованы в привлечении в Абхазию кредитных ресурсов и кредитовании процесса экономики. Спасибо за внимание. Спасибо большое. А все-таки с банками как? Российские банки? Значит, на сегодняшний день не было случая обращения в Национальный банк Республики Абхазии с просьбой открыть здесь российские банки, не было случая отказа. Мы открыты, мы готовы сотрудничаем и открыты для диалога. Поэтому говорить о том, что Банк Абхазии препятствует, мне кажется, неправильно. Нет, а как вы считаете, вот норма все-таки ограничений по участию в капитале, она надолго? Банковское ограничение существует, ее можно пересматривать только в том случае, если квота будет заполнена. Безусловно, как и любая финансовая система должна развиваться, она должна быть менее уязвимой. И, конечно же, в случае, если на абхазском финансовом рынке там 99% банков будут банки иностранные банки, то это может вызвать проблемы, связанные с безопасностью системы, но пока об этом говорить не приходится. Сегодня банковская система Абхазии открыта, и мы ждем российские банки в Абхазии. Спасибо большое. Речь идет о разумном балансе присутствия абхазских и российских банков на банковском поле. Переходим к такой небольшой дискуссии, но короткой. У меня есть вот просьба Андроника Робертовича Хачатуряна, министра экономики Нагорного Карабаха, выступить с небольшими комментариями.
Многоуважаемый вице-президент Республики Абхазия, премьер-министр, дорогие коллеги, гости, участники 6-го Российско-Абхазского делового форума. Разрешите поблагодарить вас за приглашение в Сухум и предоставленную возможность выступить с докладом по теме экономической реформы и инвестиционная политика Нагорно-Карабахской республики. Нынешняя ситуация в Нагорно-Карабахской республике, создавшаяся социально-экономическая обстановка, сформировалась под влиянием ряда факторов. Структура сегодняшней экономики во многом обусловлена проводимой в отношении области политикой и направленностью экономического развития Арцаха до исторического 1988 года. Хозяйство области имело аграрную направленность, фактически не было создано современной промышленности, на самом низком уровне находились развитие таких отраслей, как строительство, сфера услуг. Во многих отраслях преобладали производства с незаконченными технологическими циклами, которые намеренно обрывались на стадиях добычи, первичной переработки сырья и изготовления полуфабрикатов. Удельный вес отраслей, производящих готовую продукцию, был очень низок, почти отсутствовало высокотехнологичное производство, конкурентоспособное на внешнем рынке продукции. Военные действия 1991-1994 годах, можно сказать, полностью уничтожили экономику молодой республики. Блокады и разрыв хозяйственных связей возымели свое разрушающее действие на все сферы экономики. В течение нескольких лет, можно сказать, хозяйство находилось в парализованном состоянии. Сразу после подписания соглашения о прекращении огня между Нагорным Карабахом и Азербайджаном в мае 1994 года руководство республики предприняло соответствующие меры по восстановлению инфраструктуры республики. Под воздействием вышеупомянутых факторов хозяйственный комплекс Нагорно-Карабахской республики унаследовал от прошлого серьезные структурные диспропорции. Поэтому долгосрочный экономический рост после обретения республики независимости оказался неизбежно связанным с необходимостью радикальной структурной перестройки экономики путем проведения соответствующей промышленной политики. При этом в республике имелись основные благоприятные факторы для структурной перестройки: земельно-водные и агроклиматические ресурсы, позволяющие возделывать широкий спектр сельскохозяйственных культур, а также развивать объекты рекреации, промышленные запасы некоторых видов минеральных ресурсов, богатое культурно-историческое наследие, известные памятники истории и архитектуры как предпосылки для развития туризма, квалифицированная рабочая сила, научный потенциал. Проведенные в НКР структурные и институциональные реформы позволили решить наиболее острые проблемы практически во всех сферах социально-экономической жизни. Были восстановлены как традиционный для Нагорного Карабаха агропромышленный сектор, так и новая горнодобывающая отрасль, энергетика, туризм и так далее. Быстрые темпы развития экономики НКР наблюдаются и сегодня. Свидетельством тому статистические показатели. К 2014 году ВВП достиг 454 миллионов долларов, обеспечив за последние 7 лет средний индекс экономического роста в 10%. Экономический рост был обеспечен практически за счет всех отраслей экономики. В частности, в сфере сельского хозяйства прирост составил 7,5%, в сфере строительства 8,5%, в сфере промышленности 6,5%. За указанный период удвоился показатель ВВП на душу населения, в долларовом выражении составив более $3000. Удвоились также показатели среднего уровня заработной платы и размер государственного бюджета. Все это поспособствовало повышению уровня жизни населения и наряду с проводимой социальной программой непосредственно отразилось на демографической ситуации в стране. За указанный период за счет показателей рождаемости численность населения возросла на 7,3%. На протяжении всех лет приоритетом экономической политики правительства республики являлось стимулирование инвестиций, стабильная внутриполитическая ситуация и радикальная налоговая реформа повысила привлекательность Нагорного Карабаха для иностранных инвесторов. Иностранные инвестиции гарантируются законом
об иностранных инвестициях, которым установлены определенные льготы и гарантии, направленные на стимулирование роста инвестиций. Некоторые весьма существенные льготы в отношении инвестиционной деятельности предусмотрены также налоговым законодательством. Так, если инвестиции достигают $200 тысяч, компания полностью освобождается от налога на прибыль в первые 3 года деятельности и на 50% в течение последующих 2 лет. Ежегодно в стране осуществляется до $200 миллионов инвестиций, что составляет около 40% от ВВП. В контексте обеспечения устойчивого экономического роста особое значение приобретает политика развития малого и среднего бизнеса, которая способна придать гибкость и инновационную направленность экономике. Показатель доли малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 36,5%. Согласно действующему закону о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, на развитие малого и среднего бизнеса в государственный бюджет ежегодно закладывается около $5 миллионов с целью реализации государственных программ по стимулированию инвестиционной деятельности и, в частности, развития малого и среднего бизнеса был учрежден Арцахский инвестиционный фонд. Фондом оказывается финансовая, информационная, консультационная поддержка малым предприятиям. Особый эффект оказала программа частичного субсидирования процентов по банковским кредитам, в рамках которой предприниматели получили возможность получения кредитов по ставке намного ниже рыночной. В эту программу ежегодно вовлекается более 100 хозяйствующих субъектов. Ежегодно реализуются также программы поддержки села. Посредством Государственного фонда содействия села и сельскому хозяйству оказывается поддержка на сумму до $18 миллионов по следующим направлениям: предоставление суд с низкой процентной ставкой, частичное субсидирование процентной ставки кредита, предоставленное коммерческими банками, осуществление цессий с коммерческими банками, безвозмездная поддержка, прямая торговля, субсидирование конечной продукции. Эти программы возымели ожидаемый эффект, приведя к росту объема производства. Сегодня республика обеспечивает себя по основным видам сельхозпродукции: пшенице, фруктам, мясу, молоку и яйцам. Реализация широкомасштабных государственных проектов сделала одной из наиболее динамично развивающихся строительную индустрию. Особенно ощутимы результаты государственной ипотечной программы, в частности, программа субсидирования процентов по ипотечным кредитам. За период осуществления данной программы более 2000 семей получили возможность приобрести новые квартиры и улучшить свои жилищные условия. Оценивая темпы развития гидроэнергетики, можно утверждать, что на сегодня данная сфера является наиболее привлекательной для частных инвестиций. Эффективная тарифная политика и благоприятная налоговая среда обеспечили здесь приток частных инвестиций. Начиная с 2008 года в Арцахе было построено 13 малых гидроэлектростанций, а объемы производства здесь возросли более чем в 6 раз, что позволило молодой экономике практически выйти на уровень самообеспечения по электроэнергии. На территории страны находится множество исторических и природных достопримечательностей, представляющих собой туристический интерес. Наряду с расходами на реконструкцию и сохранение данных объектов из госбюджета НКР выделяются дополнительные средства на создание надлежащей инфраструктуры для туристов и вовлечение их в схемы популярных туристических маршрутов. Вышеупомянутыми достижениями не исчерпываются инвестиционные возможности НКР. Созданная инфраструктура и либеральное законодательство создали благоприятные условия для реализации инвестиционных программ в многих отраслях экономики. Уважаемые коллеги, уверен, что данный форум даст возможность налаживанию еще более тесных отношений между нашими республиками и импульс к дальнейшим взаимовыгодным проектам. Спасибо за внимание. Еще раз хочу поблагодарить за возможность участия в данном мероприятии. Спасибо. Спасибо большое. Несмотря на такой отчетный характер этого выступления, я должен сказать, что действительно в Карабахе удивительные успехи. Спасибо. И в этом смысле это опыт, она в гораздо более сложных условиях, чем Абхазия. И этот опыт, конечно, очень интересен, такой тотальной либерализации экономической. Коллеги, давайте все-таки, хотя время истекло, несколько вопросов или комментариев с мест. 2-3, может быть.
вот министр экономики Абхазии, но я предлагаю, может быть, вы выступите последним с места, потому что вдруг там будут еще вопросы, на которые вам еще надо будет ответить. Есть еще желающие? Вот представитель Дагестана, да? Прошу. Добрый день, уважаемые друзья. Я хочу поблагодарить за приглашение и от имени главы Республики Дагестан поприветствовать и участников, и руководство Абхазии. Я здесь несколько выступлений обратил внимание, и хочу прокомментировать. Буквально несколько тезисов. Первый тезис. Республика Абхазия очень трепетно относится к тому, что называется независимостью. Это тот политический и культурный контекст, который инвесторы и с России, и с других стран, возможно, не учитывают. Поэтому, если исходить из этого контекста, из культурного контекста, это тот самый вопрос, когда культура влияет на экономику. Так вот, задача в стратегическом плане стоит, и надо ставить таким образом, чтобы как сделать, чтобы этот политический и политкультурный и социокультурный контекст писать в схеме экономического развития Республики Абхазия. И, соответственно, строить политику реформы законодательства, которое действительно не позволяет инвесторам заходить сюда. Это первое. Второй тезис. В стратегическом отношении действительно Россия обеспечивает политическую стабильность здесь, останавливая возможные агрессивные поползновения соседей с юга. Но в тактическом отношении стабильность Абхазии обеспечивает политическая и культура самого абхазского народа. Это уже я точно знаю, как гражданин Абхазии. И, наконец, третий тезис. Значит, надо ставить вопрос реформе законодательства Абхазии таким образом, чтобы можно было капитализировать республику, активы республики в целом. Что происходит, когда инвестор потенциально рассматривает тот или иной объект, тот или иную территорию, регион в плане инвестиций? Он оценивает риски, связанные с конкретным проектом, с конкретной территорией в районе там, и так далее. А если взять в целом, если оценить активы Республики Абхазии в целом, имея в виду ее инфраструктурную составляющую, в тесной связи. Если брать регион в целом, то мы можем добиться того, чтобы, первое, значительно уменьшить риски вложения в Абхазию, раз, представить общую картину того, что здесь в Абхазии выгодно потенциальным инвесторам, два, поставить вопрос перед не только российскими инвесторами. Кстати, о российских инвесторах, Владимир Александрович, российская банковская система абсолютно не заточена на развитие реального производства. Я знаю по Дагестану, какие неимоверные преграды приходится преодолевать в общении со Сбербанком с сумасшедшими процентами, Россельхозбанком с сумасшедшими процентами. А вот длинные и дешевые деньги в другом источнике. Но это уже отдельный разговор. Если в Абхазии поставить цель вот таким образом, связать культурный контекст с экономическими задачами, объяснить интеллигенции, народу, что вот так дальше жить нельзя, и что есть золотая середина между культурой и задачами экономического развития, и в этой плоскости ставить проблему капитализации республики в целом, то можно выходить на рынки и российские, и внешние в плане привлечения инвестиций. Кстати, на федеральном уровне в России задача капитализации региона не ставится. Татарстан есть опыт хороший, в нескольких, в Астрахани есть кое-какой опыт, очень маленький опыт есть. В Дагестане мы к этому двигаемся. Поэтому я думаю, что если в такой плоскости ставить проблему, то какие-то у нас сдвиги могут быть. Министр экономики Абхазии. Уважаемые коллеги, добрый день. Адгур Арзанба, министр экономики Абхазии. Спасибо за предоставленное слово. Я бы хотел в двух словах просто прокомментировать некоторые выступления. На самом деле Российская Федерация, здесь я лучше не скажу, тех слов, которые прозвучали, является и гарантом стабильности в Абхазии. И за последние годы Российская Федерация действительно оказывает значительную финансовую поддержку нашей стране. Если в цифрах
с 2010 по 2014 год это порядка 16 миллиардов инвестиций. Но вместе с тем здесь, значит, прозвучало, значит, такое предложение о том, что помощь Российской Федерации, она увеличилась, да, в текущем году в несколько раз. На самом деле, да, действительно, это было озвучено, анонсировано, но на текущий момент я должен об этом сказать. Есть две статьи поддержки Республики Абхазия. Это текущее финансирование и инвестиционная программа. Вот по текущему финансированию порядка 60 с лишним процентов на сегодняшний день профинансировано, а по линии инвестиционной программы профинансировано на сегодняшний день порядка чуть менее 5%. Вот это первое. Второе, что касается инвесторов со стороны Турции и других стран. Во-первых, у нас инвестиционные процессы с Российской Федерацией, они продвигаются очень интенсивно. Я могу для информации вам сообщить, что первый топ налогоплательщиков в Абхазии пятерка – это все компании с российскими инвестициями или ориентированными на российский рынок. Что касается турецких инвестиций, здесь немножко неправильно, вот вы говорили о городе Тхуарчал. На самом деле это инвесторы, наши граждане по национальности, абхазы, которые вынуждены были в свое время эмигрировать в Турцию. Они там жили, заработали какие-то капиталы, сейчас они возвращаются сюда и инвестируют в нашу экономику. Поэтому, если даже сравнивать эти компании, о которых вы здесь говорили, они значительно и по валовому объему, и по всем другим показателям значительно ниже тех компаний, которые работают с российскими инвестициями. Что касается вопросов привлечения инвестиций из России, что, значит, этому препятствует? Но на самом деле я бы не стал вопрос ставить таким вот ребром. Есть сложности, есть, во-первых, никто не должен забывать, какие сегодня проблемы испытывает сама российская экономика, и инвестиционный потенциал многих российских компаний, он сужен. По оттоку капитала из России сегодня как бы цифры зашкаливают, вы знаете, ни для кого не секрет. Есть девальвационные процессы, есть инфляционные процессы. Это все не может не сказываться на инвестиционных процессах. Но в то же время, что касается привлечения инвестиций российских в Абхазию. В Абхазии я вам хочу сказать, что наиболее благоприятные условия для вхождения российских инвестиций из всех стран бывшего Советского Союза. Первое, здесь мой коллега из Национального банка сказал, что, конечно, должен быть баланс. Есть интересы национальной экономики, есть интересы экономики развития. То есть вот этот паритет мы должны строго соблюдать. Иначе, как сказал мой дагестанский коллега, может выйти не то, что задумывали. Поэтому в части, значит, привлекательности в плане инвестиций все законодательство Республики Абхазия, как на абхазском, так и на русском языке. Рубль Российской Федерации является платежным средством на территории Абхазии. Русский язык наряду с абхазским является официальным языком всех государственных учреждений. Я думаю, что и законодательство наше, инвестиционной деятельности, у нас есть соглашение с Российской Федерацией о поощрении взаимных инвестиций. У нас с Российской Федерацией есть соглашение о режиме торговли товарами, которое уже действует. И, кстати, в рамках этого соглашения все товары, которые производятся в Абхазии, они в беспошлинном режиме могут поставляться на российский рынок, что привлекает локализацию бизнеса, ориентированного на российский рынок в Абхазии, сравнительно низкой налоговой базой Абхазии. Вот вкратце, что я хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо организаторам.